Приветствуем всех любителей хоккея. Сегодня для вас такое очень интересное зрелище из Дворца спорта «Русь», что находится рядом с метро Домодедовская. Центральный матч, решающий матч сезона в женской лиге хоккея, в котором встречаются команды «Первомайские львицы» из города Коркино, который находится в 35 километрах от Челябинска. И сегодня они в какой-то степени, девчонки эти, прославят свой город. И Северянка-2, это Череповец, прошли солидный путь, эти два коллектива, в этом сезоне. И в центральном матче сразятся не на жизнь, а на смерть, для того, чтобы выявить сильнейшего. Третий сезон существует Лига женского хоккея. С доброй помощью его творческого пути, обласкивая мечту этих девчонок, клуб «Легенды хоккея», наши знаменитые в прошлом спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, также поддерживают это начинание. Ну а мы с вами, видя, как девчонки приближаются к Ледовому дворцу, они, кстати, я наблюдал на протяжении часа примерно при хорошей столичной погоде сегодня, тренировались, бегали вокруг дворца, разминались, в общем, готовились в интересных погодных условиях, да, потому что здесь еще успеют намерзнуться на арене. Хотя двигаться будут так, что, в общем-то, не до того будет. Ладно, давайте послушаем, что перед этим финальным матчем думают, говорят, может быть, о сезоне, может быть, о предстоящем поединке, как дошли до такой жизни, до золотого матча. Сначала услышим тренера первомайских львиц Евгения Александровича Горюшина и капитана команды Ксению Бодунову. Сейчас мы все в ожидании финала в дивизионе «Олимпийские надежды». И вот у нас главный тренер команды «Первомайской львицы» из Коркина Евгений Горюшин. Что ждете от финала? Какая будет установка на него? Ну, установка у команды самая максимальная, поэтому у нас задача была приехать сюда, соответственно, за первое место, писать свою историю именно в дивизионе 14-18 лет. Поэтому мы готовились. Задача самая максимальная — стать первыми. Разговаривал сейчас с вашими игроками, они говорят, у нас всегда установка только вперед, играем только в нападение, в давление. Так и будет? Да, у нас задача всегда, мы играем в силовое давление, то есть играем в быстрый хоккей, такой комбинационный, то есть поэтому и дошли до финала. То есть я думаю, что пока задачу мы свою выполняем, и подопечные тоже выполняют задачу. Северянку за полуфинала изучить успели? Да, Северянка команда очень хорошая. Мы с ними уже 2 раза в этом году встречались на первенстве России до 18 лет. 2 игры мы у них выиграли, поэтому команда очень серьезная. Они готовы тоже стать первыми, поэтому я думаю, встреча предстоит очень-очень серьезная, и игра будет очень интересная. Спасибо, удачи. Спасибо. Итак, рядом со мной Ксения Бодунова, капитан первомайских львиц из Коркина. Что скажете о финале? Наверное, волнуетесь немного. Первый раз такой важный матч. Ну, матчи все важные. Так скажем, волнение, да, присутствует, но мы настроены на игру. Была хорошая подготовка. Тренера хорошо настроили нас. Ждем игру. У вас хорошая связка с Анастасией. Да, с Настей мы играем уже довольно-таки давно. Уже друг друга понимаем в игре. Сказать, научились. Коркино знаменитый в хоккее город, оттуда Артем Панарин, звезда НХЛ и сборной России. Да, что, знаете ли о нем, есть какая-то связь, может быть? Ну да, знаем, конечно же, связь. Как... Пожелайте ему успеха в НХЛ. Да, желаю. Он, может быть, вам передаст потом. Желаю успеха Артему Панарину, побольше забитых голов. На финал какой настрой и что ждете от него? Настрой боевой. Ждем, конечно же, победы. Другого варианта просто нету в мыслях. Нет, другого варианта нету. Удачи, Ксения, спасибо. Спасибо.
Ну, а нам остается пожелать Ксении не так волноваться, как на интервью в матче уже во время поединка. И, наверное, тогда более интересна будет эта игра, чтобы руки не дрожали. Скажем о том, что тяжелые матчи были. 2-1 в полуфинале первомайские львицы выиграли свою встречу у форварда казанского. А северянка обыграла Рубин Тюмень со счетом 1-0. С еще более таким скромным счетом, не пропустив, правда, свои ворота. И давайте послушаем, как готовились к этому матчу и что ждут от него представители северянки. Главный тренер Владимир Геннадьевич Лучкин и капитан команды Анастасия Буева. Итак, рядом со мной Владислав Лучшин, главный тренер команды «Северянка-2», которая считается тут одним из главных фаворитов, да, и претендентом на победу. Что думаете сами о предстоящем финале? Пока все складывается хорошо в этом сезоне. Ну, не так хорошо, как хотелось бы, но финал есть финал. Легких игр не бывает в финале, даже в женском турнире. Я вот вам открою секрет. Сейчас разговаривали с главным тренером ваших соперников. Он сказал, что будут играть в атакующий хоккей. У вас какая тактика на этот матч? Ну, в принципе, будем тоже стараться атаковать, больше бросать, больше идти на добивание. Ну, а там как игра сложится. Вот вчера я наблюдал за вашим полуфиналом. Действительно, больше владела северянка шайбы, больше в зоне проводила чужое времени. Но немножко не хватило реализации все-таки. Вот в чем ваши, думаете, как причина? Что надо подтянуть? Ну, больше бросков, больше точных бросков должно быть по воротам. Больше, может, где-то передач лишних. Все-таки это женский хоккей, не мужской. Больше хитринки, наверное. Ну, удачи. Вчера, к сожалению, не совсем, так скажем, удача была на нашей стороне в полной мере. Гол забили, но могли больше забивать. Потому что обычно вы больше забиваете вот по ходу турнира, я смотрел другие ваши матчи. Ну да, девочки все равно волнуются. У них первый в жизни финал. Полуфинал тоже первый был. Так что волнение здесь больше присутствует. Ну, давайте увидим уже Анастасию Буеву в самой игре, которая уже началась. Отправляемся сразу на площадку. Сразу скажу, что этот матч для вас сегодня комментирует Дмитрий Граненко. И, как обычно, прямо у скамеек с самыми горячими новостями по ходу сегодняшнего матча Наталья Кларк. Давайте смотреть. Сейчас из своей зоны пытаются выбросить шайбу. Не получается сразу это сделать у львиц. Выбросили. Вот как раз Буева с шайбой. Отдает передачу вперед. Попытается на скорости Лыканова обыграть. Там 3 человека рядом с ней. Отобрали шайбу. Ну, попробовать зацепиться еще раз на чужой половине. Момент для контратаки. 2 в 3. Сложно будет обыграть. Бросок следует, но голкипер северянки на чеку. Вроде бы расположили в зоне. Тут бы передачу отдать. По борту проходит шайба на вынос. Вот момент Алыканова. Хорошо сейчас подняли и клюшку. Раскататься важно очень. Набрать игровые кондиции по ходу поединка. Против 4 идти тяжело. Но, тем не менее, поддерживает атакующий посыл 21 номер. Капитан команды Ксения Бодунова. Вновь удается Череповцу перевести игру в зону соперника. Пауза небольшая в игре, вбрасывание в зоне. И пока игра разбегается, Наташа Кларк сейчас на скамейке северянки со свежими новостями. Так, капитан команды Настя Буева, пожалуйста, как подготавливались к этой игре? Понятно, что волнуетесь, понятно, что хочешь сейчас на лед помочь команде. Так, готовились, как обычно, настраивались. Разбирали, когда соперника, что у них такое самое сложное, наверное, в их игре, и как сделать, чтобы почаще все-таки у них в зоне там обосноваться?
Езжать на скорости, побольше пасов, побольше бросков. Спасибо большое, Настя, удачи вам. Спасибо. Дима? Спасибо, Наташа. Тем временем была хорошая игра сейчас на ворота львиц. Острый момент был. Команда в фиолетовой форме пытается выйти из своей зоны. Ну вот, северянка немного отступила. Еще раз напомним зрителям, 16-18 лет этим девчонкам, ошибка. Момент для атаки, и все-таки 23-й номер успевает спасти в этой ситуации Елена Ларшина. По борту сыграли, здесь разогнаться бы не хватило немножко скорости. Это Любовь Каратаева. Не смогла убежать. Буева у борта борется. Придется отыграть назад, чтобы начать эту атаку Череповцу. Брикина. Куда поехал? Голову подними! Поднимай голову! Смотри! Пока не меняется. Северянка. Да, иди! Проброс будет. Должен быть. Нет. Было касание. Вот 3 в 2. Можно было на смене сейчас подкараулить соперника. Дыханова. Брикина. В центр передачи не попала по шайбе. Это 87-й номер Алина Горшкова. Из-за ворот. Передача! И голкипер львиц на месте. Под 50-м номером ворота защищает Полина Малахова. 26 апреля, кстати, совсем скоро день рождения. Мне 17 лет исполнится. Только-только. Момент атаки. Она, в принципе, продолжается. Заметалась шайба между коньков девчонок. Опять перехвачена шайба. Атака с правого фланга. Взлетает шайба вверх. Опасный пятачков своего вратаря. Так обыгрывает. Еще одна ошибка. И нет никого в центре. Ну что ж, пока инициатива сейчас у северянки. Несмотря на то, что 2 поражения в сезоне потерпели от львиц, видимо, сделали определенные выводы. Остается шайба в зоне. Но нужно идти на ворота. Там на пятачке борьба нешуточная. Не вышла шайба из зоны. Гандзюк. Ну вот только сейчас можно попробовать организовать контратаку, но не получается. Устали в обороне, а вот здесь здорово, технично сыграно. Северянка вновь пошла в контратаку. Из-за ворот пас следует в сторону. Буева уже на синей линии готова к атаке. Ну и давайте сделаем небольшую паузу. Теперь послушаем, как в эту игру вошли хоккеистки львиц. Все-таки посидеть, потому что немножко устала. Понятное дело, как смены проходят. Расскажи, пожалуйста. Тяжело. Смены быстрые. Игра достаточно интенсивная. Тяжело играть. Вроде бы начали так в зоне у соперника. Сейчас переместилась еще чаще игра вот в вашу зону. Почему? Что-то пропускаете? Какие-то моменты, да? Момент, упускаем. Нападающих первым делом упускают защитников. И оттуда начинается атака, но мы стараемся. Какие рекомендации тренер сейчас в основном дает?
быстрые смены, не терять игрока, играть ближе к чужой зоне. Спасибо большое, Кристина, удачи вам. Спасибо за свежую информацию со скамейки. Тяжеловато пока. Не часто удается входить в зону. Чуть более технично действуют нападающие северянки. Вот момент. Сыграть, ну можно же выходить немножечко вперед. Да, там могло быть положение вне игры. Успели помешать Каратаевой. Острый момент. Положение вне игры, по-моему, все-таки было здесь у львиц. Вбрасывание в средней зоне. Счет не открыт. Половина первого периода позади. Ну и вот момент. Опять разгоняется Лыканова. Из-за ворот попытка поразить цель, но Полина Малахова на месте. Не удается развернуться, чтобы обострить ситуацию сейчас. Так, толчок в спину здесь был, но вроде все в пределах правил. Пока нет работы фактически у Арины Кониной, вратаря Северстали. Так, я по привычке сказал название мужского клуба «Северянка», конечно же. Через ворота. Да, за воротами пришлось спрятаться от нападающих соперника. Ну и момент. 2 в 2. Нужно уже бросить поворотом. Попробовать. Да, и вот опаснейший момент. Первый. И спасает ворота Арина Конина. Момент. Да, и шайба свалилась к щиткам. Удалось прижать ее ко льду. Вбрасывание. Удается его выиграть северянке. Момент. Вход в зону. Хороший. Прямо у линии была принята шайба. А здесь в центре только Меньшикова. Бросок. Помешали ему защитники. Проходит шайбу все зоны. Но здесь первая на шайбе хоккеистка львиц. Пас вдоль ворот не проходит. Возможность начать контратаку. Вброс, ну, поворотом получается бросок. И фиксирует Полина Малахова шайбу эту на всякий случай, чтобы не рисковать. И вбрасывание, из которого нужно постараться извлечь выгоду. Пока преимуществом по большей мере владели хоккеистки в бело-голубой форме. А вот здесь есть возможность сыграть на опережение. Но и тут вратарь играет надежно. И тут еще свой игрок врезается. Так что хорошо, что зафиксировала шайбу Арина Конина. После свистка уже оказалась в воротах. И, разумеется, этот момент не будет защитным, как автогол. Такой небольшой курьез по ходу первого периода. Но немножко активизировались сейчас игроки львиц. Внимательно сейчас играл голкипер. 3 по 20 грязного времени играют. Практически без остановок.
Опять вышла шайба из зоны. Контролирует шайбу Буева. На линии ворот нет там никого на той штанге, чтобы замкнуть эту передачу. И здесь потеряла из видимых диск Лилия Шергалина. Пас в угол. Остановлена шайба у борта. Ну и не рискуют игроки северянки. Отходят все назад. Размашисто продвигалась в сторону ворот соперника Дарья Санаторская, но оказалась на льду. И вот момент, 1 на 1. Бросок и накрывает эту шайбу в левом углу. Стопроцентная возможность была выйти вперед в этом матче, но Полина Малахова суперсейв выполнила сейчас в этом моменте. Давайте посмотрим. Ой, эффектно, да, между двух игроков. Ну, поднять бы шайбу. Вбрасывание будет у ворот бело-голубых. И удаление. Первое удаление в матче и шанс для пермских львиц разыграть большинство. Давайте посмотрим, как удастся разыграть численное преимущество. В угол здесь прессингуют, прижимают к борту и отбирают шайбу. Правда, в зоне. Атака очень опасна на пятаке. Отбились. Контратака. Ну, собственно, преимущество-то есть. Опять бросок. Да, надо угрожать. Столкнулись два игрока северянки. Ну, здесь надежно выброшена шайба из зоны. Тут же положение вне игры. Вброс Оксаны Демидовой. И опять остановлена шайба на центральной линии. Поменялись игроки северянки. Можно со свежими силами бросаться, отбирать шайбы. Вот через центр попытка обострить игру. Но и защитники там были готовы. Череповецкие. Вот под номером Грецкий Александра Гонзюк играет в составе северянки. Еще один выезд из-за ворот, но не получилось найти адресата. 21 номеру Ксения Годунова, капитан команды. Хорошая скорость. Но не удалось обыграть всех. Последние минуты первого периода. Пошла. Еще один вход в зону. Бросок и в ловушке Полины Малаховой оказывается эта шайба. Давайте посмотрим. 23 номер. Это Елена Ларшина. Атаковала ворота.
Ну и в конце первого периода давайте подведем итоги. Наталья Кларк у команды, которая владеет инициативой, но пока не может забить. Ольга Бегунова, скажите, пожалуйста, столько было моментов интересных, и у вас в том числе, и слава богу, что пережили ситуацию меньшинства. Вообще, как складывается игра, по вашим ощущениям? Ну, это сложно, но мы стараемся. Мы же понимаем то, что это финал, и нужно бороться до конца. Мы выплескиваем все свои силы наружу, чтобы победить. Вот как раз таки слышу от тренера, он говорит, что нужно бежать. Иногда просто, ну, может быть, ноги пока еще не так раскатились. Первый период все-таки стартовый. Но у нас так получилось то, что один день был без тренировки, соответственно, когда мы приехали. И мы пошли в парк, и мы там бегали кросс, соответственно, у нас ноги забились. Вот сейчас болят, но мы терпим, продолжаем работать. Вы большая умница, спасибо большое, удачи вам, спасибо. Спасибо, Наташа. Первая пауза у нас. Да, период позади, 0-0. Как мы уже говорим, северянка пока владеет инициативой. Уже остается на льду, при том, что команда ушла на перерыв. Но такой короткий, не так, как во взрослом хоккее, в раздевалку с совещаниями. Тренер сейчас здесь, прямо на арене, проходит перед игроками. Сейчас на ваших экранах Евгений Горюшин, тренер первомайских львиц, а вот на дальнем экране Владислав Лучкин. Я думаю, что серьезных претензий, наверное, не может быть ни к тем, ни другим. Хорошо вошли в игру хоккеистки северянки, но, в общем-то, вошли в эту игру в конце концов. Поймали ритм и львицы. Так что этот матч финальный превращается в игру равных возможностей. Генеральный партнер лиги, клуб легенды хоккея. Великое наше прошлое. Второй период начался с атаки львиц. Решили они, возможно, перехватить уже инициативу в этом матче, но вновь игра перешла в их зону. Удаление будет у нас. И 21 номер, капитан команды пермских львиц Ксения Бодунова отправляется на скамейку штрафников. Появляется реальный шанс реализовать свой тактический перевес у команды из Череповца. Ну, важно выиграть вбрасывание, понятно, в этом случае. Удается это сделать. Попытка сыграть 1 в 1. Брикина. Ой-ой-ой, как хорошо обыграла. Забыла на крюк шайбу положить и отправить ее уже в пустые фактически ворота. Еще раз Брикина. Бросок. Защитника попадает шайба. Остается она в зоне.
борьба. Нужно уходить от контакта, искать свободное пространство. Еще одна попытка, но опять срывается шайба с крюка. Давление неплохое. Не удается выйти на хороший такой хлесткий бросок. Вот момент. В верхний угол летит шайба. На месте Полина Малахова. Ух ты, опасно для рефери. Был момент, в голову летела шайба. Опять Брикина с шайбой. Хороший подкат, да, сейчас под бросок. Но у нас с вами за синей линией лежит игрок северянки. Неудачное столкновение. По-моему, это Брикина как раз. Очень инициативно играла она сейчас в этой смене. Лежит, подняться не может. Пока пауза. И что был за момент? Но маски защитные есть. С трудом Брикина отправляется при помощи девчонок на скамейку. И вполне возможно, что очень опасного нападающего Череповец, да, потерял. По позиции Карина Брикина защитница, но настолько остро сейчас играла в нападении. Да, помощница Анастасии Буевой и как Александра Гонзюк. Ну что ж, обидная травма. Будем надеяться, что к третьему периоду, может быть, все наладится и травма окажется не столь серьезной. Я думаю, что Наташа Кларк, если окажется на скамейке северянки, даст нам разъяснение по поводу этого эпизода, что там случилось, да, прокомментирует этот момент. Ну и в полном составе уже играют львицы. Вот так странно завершилось это численное преимущество. Потеряли своего игрока в попытке реализовать большинство. А сейчас момент уже у львиц, но шайба летела мимо цели. На всякий случай бабочку эту поймала Арина Конина. Ну, все, что заработали львицы. Это вбрасывание в чужой зоне, но есть контратака у Череповца. Подбор. Никак не вырваться из угла. Еще один момент. Ну, в ближний угол бросок. Это Ульяна Балашова в очередной раз могла открыть счет, а Наталья Кларк беседует с командой, которая отбивается сейчас. Спасибо большое, Дима. Анастасия Малюга у нас на прямой связи. Настя, ну вы в полуфинальном матче оформили дубль, поэтому, я думаю, вправе тренера сегодня ждать от вас что-то похожего на льду. Я думаю, тренера возложили на нас, Ксюша Бодунова, огромную ответственность, но пока что мы не показываем ничего. А почему так происходит? О, вот да, пропустили. Спасибо, Настя. Давайте посмотрим момент, который привел к первой заброшенной шайбе в этом матче. Мы видим с вами лауреата. 23-й номер, очень активная в этом поединке, Елена Ларшина. Хлесткий, вот то, чего не хватало
здорово приложилась в дальнюю девятку от левого борта. Бросок и, наверное, все-таки заслуженно пока в этом матче Череповец повел в счете на 6-й минуте второго периода. И вот момент тут же возникает у ворот северянки, спасает ситуацию Арина Конина. Важно сейчас северянке не пропустить. Тут же, посмотрите, как крылья выросли. Надо исправлять ситуацию. Отставание в одну шайбу в финальном матче. Бросок прямо по центру. И надежно фиксирует шайбу Арина Конина. Да, видели с вами повтор. Еще одно выбрасывание. Не получается. Передача в центр. Ай-яй-яй, подножечка, да, и вновь в меньшинстве будут львицы после этого эпизода. Опасная могла получиться атака, 2 в 1. И на скамеечку штрафников у нас отправляется 18-й номер Оксана Демидова. Технично, особенно на скорости, получается обыгрыш в этом матче у игроков северянки в основном. И вбрасывание в чужой зоне. Но посмотрим. Останавливается шайба на синей линии. Опять отчаянный бросок. Никак не выбраться автору заброшенной шайбы. Выбросили, но ненадолго. Еще одна попытка войти в зону. Ну, конечно, вот так на отбой. И поменяться некогда. Ошибка. Можно было наказывать за нее. В коробочку взяли сейчас игрока, который мог нарушить равновесие в этом матче. Полина Даянова. Вот теперь самим нужно отбиваться. Тоже очень остро было в исполнении Ульяны Балашовой. Ай-яй-яй, плохая передача своему игроку назад. И ошибка. Елена Ларшина чуть не привезла гол в свои ворота, организовав его сначала в чужие. А мы с вами не забываем, что игра тут 5-4 идет. Атака, падение. Ну, опять же, падение уже после свистка. Да, но я издалека смотрю, что все-таки Карина Брикина получила тяжелую травму. Да, покидает скамейку и пределы зала вообще, поступает в распоряжение врачей. А у нас с вами завершилось численное преимущество, судя по всему. Буквально последние мгновения остались. Да, в полном составе львицы. Ничего путного не получилось у северянки. Бросок. Но по-прежнему не очень опасно для Арины Кониной. Вот Конина на ваших экранах. Пока все у нее получается.
Задержались львицы. Еще в тот момент, когда были в меньшинстве. Давайте посмотрим, что получится в контратаке. Хорошая скорость. Весь свой борт сейчас использовала Дарья Санаторская. Но еще одна ошибка. 1 в 1 удастся попробовать обыграть 11-м номером Анастасии Алькановой. Вот уже отправилась она. И вновь удачно подсекли шайбу. Никого нет из львиц, кто мог бы обострить ситуацию здесь. Да, на встречных курсах игра. Вернулась в оборону сейчас Любовь Каратаева. Вот она вновь пытается зацепиться за шайбу. Придержали клюшку, но в пределах правил. Атака почти от синей линии. Еще один такой момент рикошета. На чеку Полина Малахова на этот раз. Скамейка северянки и Владислав Лучкин. И вперед нестись, но здесь хорошо страхует эту быструю контратаку соперника Елена Ларшина, автор единственной заброшенной шайбы сегодня. Падение. Падение и удаление. Удаление второе уже в этом матче Оксаны Демидовой. Еще одна возможность. Время не останавливается. 2 минуты преимущества впереди. И давайте посмотрим, насколько сейчас поднялось настроение после заброшенной шайбы, после постоянного численного преимущества у северянки. Нет, пока нет у нас связи со скамейкой бело-голубых. Выброс. Шайба вышла из зоны. А теперь все хоккеистки должны покинуть ее, если есть попытка ворваться туда. Дальняя атака не опасна. Ларшина. Захарова. Диагональная передача. Успеет к ней, наверное, Каратаева. Ну что ж, надо расположиться в зоне сейчас и попытаться разыграть лишнего. На капитана. И шайба пролетает рядом со штангой после броска Буевой. Хорошо, размашисто на ворота. Опасно. Еще бросок. Подправляли шайбу. Дудникова, по-моему, опасно там на пятаке действует. Опять же, в большинстве играет северянка, но прижата сейчас в своей зоне. Сражается на последнем рубеже Арина Конина. Да, вот интересно послушать сейчас
скамейку. Как так? При численном большинстве инициатива теряется северянка. Казалось бы, можно развить сейчас успех и, может быть, поставить точку при характере этой игры. Все, львицы уже в полном составе. Еще одно большинство не удалось использовать. Тем не менее, стремительный ответ, вход в зону, тут же бросок по воротам. Но вот почему-то активнее начинают действовать игроки северянки, когда команды играют в равных составах. И вновь Ларшина страхует свою команду на синей линии. Неточный бросок. Посмотрите, как удачно со скамейки выходит игрок львиц. Шайба попадает прямо к 7-му номеру Кристине Тарасовой. Ларшина, еще один бросок, не опасный, с острого угла атака. И здесь вновь Полина Малахова пресекает попытку. Да, наверное, этот период в большей мере остается даже после пропущенной шайбы за львицами. На правом фланге атака развивается и удаление будет. Удаление будет в составе северянки, по-моему. На скамейку штрафников отправляется 8-й номер Ольга Бегунова. И вот хороший шанс получают львицы сейчас. Воплотить мечты о ничейном результате в жизнь. Контратака, удается уйти, и здесь удаление будет в ответ. Недолго продолжалось преимущество хоккеисток из Челябинской области. Третье удаление в нынешнем матче. Но посмотрите, Оксана Демидова. 6 минут штрафного времени уже получает. В равных составах и 4-4. Много свободного пространства. Посмотрим, у кого хватит сил сейчас, скорости и техники. На пятаке уже, посмотрите, в гордом одиночестве дежурит, стучит клюшкой. 81 номер Любовь Каратаева, но так и не дождалась шайба. Вот момент, выход 1 на 1. Шанс и... Да, большая пятерка Арине Кониной за этот сейв. Щиток. Попадает шайба Ларшиной. Ну как же она мельчит. Отдает ближнему. Так можно привести действительно в свои ворота гол. Атака с сопротивлением. Ой, сил нет совершенно у Ларшины. Нужна смена. Еле-еле отбивается.
Да, девчонки, вы знаете, двужильные. Очень, очень длинные смены на самом деле. И вот 2 в 1. Передача. Бросок и гол. Гол. Читался этот пас на правую штангу и хорошая атака. Хорошая зрячая атака. Львицы добились желаемого. Давайте еще раз посмотрим. Передача, 21 номер. Ксения Бодунова на отличной паузе. И Анастасия Малюга, ассистент и капитан, разыграли этот гол. И, как я уже сказал, абсолютно заслуженно, забросив шайбу, потеряли инициативу хоккеистки северянки. Поэтому именно ничейный результат в этом периоде становится квинтэссенцией вот этой игры. Тут же поактивнее пытаются играть только что пропустившие гол. Потеряна клюшка и закончен период, да, перед самым перерывом. На вторую паузу удалось сравнять счет. Ну и сейчас горе пропустившим. Давайте послушаем, как вышли вперед и как потеряли вот эту самую инициативу хоккеистки из Череповца. У нас есть возможность с сменой Ларшиной пообщаться, немножко забросили шайбу. Столько смен провели, вы потом не уходили. Понятно, что Кристина травмировалась, ушла, защитников и так мало. Вот как вы это все выдержите в таком жутком На темпе? самом деле, конечно, тяжело очень. Вот, как видите, держались. И из-за нехватки игроков. Бывали опасные моменты у ворот. Это называется сила воли. Действительно описала свое состояние здорово Елена Ларшина. Огромное желание, но мы видели, как тяжело давались ей последние смены. Не то чтобы она играла на отбой, но какой-то умоляющий взгляд был в сторону скамейки, потому что сил отбиваться уже не было. И в конце концов, после очередной контратаки удалось сравнять счет первомайским львицам, которые назывались фаворитами этого матча. Еще раз скажу, мы с вами смотрим финал Лиги женского хоккея. Команда первомайских львиц из городка Коркино под Челябинском встречается с северянкой из Череповца. 1-1 впереди решающие 20 минут игры. И вполне возможно, что еще и дополнительное время.
Спасибо большое, коллеги. Продолжаем прямую трансляцию. К нам присоединяется генеральный директор Лиги женского хоккея Оксана Егорова. Оксана, проходит один из финалов. Какое впечатление производит? Понятно, счет на табло у нас 1-1. Борьба невероятная. На скамейках то, что там творится. И драма вот с Кариной, да, неприятная травма случилась в одной из команд. И, в общем, много чего интересного нас ждет в заключительной 20-минутке. Ну да, я думаю, что борьба только-только в самом начале своем пути, потому что гол в раздевалку, конечно, северянка, наверное, пропустила не очень удачно в плане того, что все надо начинать сначала. Вот, команда уже немножко устала, наверное, и это тяжело будет. Вот, но девчонки молодцы, то есть оказывают достойное сопротивление друг другу. Борьба действительно прям на своем пике. Вот очень приятно, что команды у нас вот ровненькие абсолютно. Все 4 команды, которые вышли в финал, они равные абсолютно. Такой вопрос, смотри, возраст там от 14 до 18 лет, а вот, ну, вот разница по тому, как они катаются, как они двигаются на льду, она ощутима профессионально таким взглядом? Ну, у девочек она менее заметна, конечно, чем у мальчиков. У мальчиков даже год разницы, это сразу видно. У девочек все-таки с 14 до 18 лет они уже примерно сформированы, все одинаковые, и поэтому такой разницы, конечно, большой нет. А есть ли разница в том, что вот вы сказали о том, что есть девочки, которые катаются с мальчиками, есть девочки, которые катаются с девочками, и сразу ощутимо, как они выглядят на льду, соответственно, как они борются, как они с шайбой работают? Да, ну вот как раз хочу отметить вот Лену Ларшину, которая забросила первую шайбу северянки в ворота. Она же там провела весь концов второго периода на льду, не выходя оттуда. Там ну вот я и говорю, вот она, то, что она играла с мальчиками, практически всю свою жизнь добавляет и выносливости, и, соответственно, у нее и техника такая мальчишеская, и катание на коньках, и броски хорошие, что она продемонстрировала, в принципе. Она вообще сама из Москвы, то есть северянка ее в рамках вот дозаявки просто дозаявила. А так вот девчонка московская. Ну, какой третий период, на ваш взгляд, будет сейчас у нас? Я думаю, что северянка будет оказывать давление на ворота вот как бы команды из Первомайской Львицы. И думаю, что здесь им важно не пропустить контратаку, потому что, как показала практика, первомайские львицы очень хорошо используют свои немногочисленные моменты. Так же, как это было, в принципе, и в полуфинальном матче. Но мне хочется пожелать девчонкам, чтобы без травм третий период был. Да, потому что это точно. самое главное, да. Чтобы продолжали играть в боевом духе, дарили нам всем замечательный хоккей. Сбрасывание в центральном круге. И самое интересное, как принято говорить в этом матче впереди, главная развязка финального матча. Вновь ничья, но теперь уже результативная. 1-1. Посмотрим, дали ли команду тренеры осторожничать в этом периоде и искать момент для ошибки соперника. Два игрока столкнулись, и вот 2 в 2. Бросок. Остановлена опасность. Хорошая скорость Ларшина. Но вот бросить уже прицельно не получилось в этом эпизоде. Боева. Ну, так вот принимает решение по борту пустить шайбу, а там ее ждет соперник. Неприцельная явно атака от 18-го номера. Трижды удалявшаяся сегодня Оксана Демидова бросала. Хочет помочь своей команде наконец-то реально в нападении. От греха подальше прижимает шайбу ко льду Арина Конина. Очень долго выручала свою команду в этом поединке. Много было опасных моментов. Но в том эпизоде с броском Анастасии Малюги не смогла справиться. Вперед иди, говорят со скамейки. Ну и пытается вывести шайбу из зоны Александра Ганзюк. Должна чувствовать себя уверенно. Еще один помощник капитана команды. Ларшина.
3 защитника впереди. Следует бросок от Ольги Бегуновой. А здесь задержка. Задержка была. Такой контакт приличный. Не заметили арбитры нарушения у Александры Гандзюк. Посчитали это хорошим соперничеством. В хоккей играют настоящие девчины. Трус не играет в хоккей. Ларшина. Ах ты, ушла шайба назад, за спину Ольги Бегуновой. Если говорить о настоящих мужчинах, то сегодня награждать девчонок будет легендарный советский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Сергей Светлов. Никому, ну, во всяком случае, никому из своих эта шайба не досталась. Вновь приходится обороняться северянке. Рановато играть на отбой. Много техничных атак проходило по ходу первого периода. Альканова. Не удается отобрать шайбу. Шанс из-за ворот, но здесь ждала этого момента Арина Конина. И бросунья в своей зоне получает. Северянка. Выиграли, правда. Ну вот, можно было сейчас попробовать, да, убежать 2 в 1, если бы чуть повнимательнее быть, когда появляется такой хороший шанс. Борьба у борта. Вновь выигрывает ее северянка. И вот 2-1. Ну, эх, заметить бы Анастасию Меньшикову на дальней штанге. Потеряли момент. Вот Меньшикова сейчас пытается догнать шайбу, но не преуспевает в этом. Щиток попадает 69-му номеру шайба Анастасии Буевой. Альканова. Ну и вот в центр делай передачу. Нет. Опять передерживает шайбу Альканова. И момент тоже остался где-то в стороне. Еще 2 падения. В ближний угол прикрывает его Полина Малахова. Осталась шайба в зоне. А теперь вышла, сражается Олеся Захарова. Отчаянно, но отправляется сейчас на передышку. Схлёсты такие хорошие пошли у нас, боевые. Выбросили шайбу из зоны. И
Втроем можно попытаться отобрать мяч, но по центру неплохой выброс. Здесь накрывает шайбу Александр Гандзюк. И потеря. Потеря и положение вне игры, к сожалению, для львиц. Еще один момент. Входит в зону Оксана Демидова. Она за воротами. Остались силы и у тех, и у других. Демидова бросает, но просто в сторону ворот. Эх, развернула Анастасию Меньшикову, не удалось разогнаться ей. А здесь два хоккеиста вцепляются в Меньшикову. Удаление судьи не видят. Момент! Поднимает все-таки арбитр руку, и будет удаление за задержку, за подножку. В составе львиц и 4-й раз отправляется на скамейку штрафников сегодня Оксана Демидова. Ну, сможет ли на этот раз северянка наказать за грубость? Другого шанса, возможно, не будет. Не отдает свободному Ларшина. Сама атакует по центру, войдя в зону. И вновь не удалось расположиться. Выбросили львицы шайбу. Берет на себя Ларшина и снова будет бросать. Гол! Гол! Ларшина забивает шайбу в ворота львиц. Никакого розыгрыша, никаких перепасовок. Второй раз прикладывается в повторной атаке и выводит череповецкую команду вперед. Вторую свою шайбу забрасывая в этом матче. И теперь остается чуть больше 10 минут. Да, ошибается. Ошибается после этого дальнего броска Полина Малахова. Очень хороший матч проводят сегодня два вратаря. Но, тем не менее, осечки тоже случаются. Тут же на волне успеха. 1 на 1. Бросок. Ульяна Балашова могла вывести свою команду уже окончательно вперед. Не поменялся счет у нас еще на табло. Но, тем не менее, 2-1. Контратака, ответ. Удаление будет. Удаление будет сейчас в составе северянки. Напрасно вратарь команды сейчас не покидает ворота, и лишний игрок не появляется. Можно было чуть умнее сыграть эту атаку. И Ларшина, главная героиня пока сегодняшней встречи, отправляется на скамейку штрафников. И, кстати, вот именно Лена Ларшина может прекрасный подарок себе сделать на завтрашний день рождения. Завтра этой девочке исполнится 18 лет. Может быть, поэтому сегодня такое вдохновение у нее. А сейчас опять 2 в 1. Ну, неужели вновь роковым будет этот выезд? Нет. Справляется пока северянка.
Выбросили шайбу. Посмотрите, одно падение, второе. Это 99-й номер Гандзюк. Момент, бросок и гол! Не получается сохранить свои ворота в неприкосновенности. Капитан львиц Ксения Бодунова вновь выравнивает ситуацию в матче, использовав численное преимущество. 2-2. 2-2. Вот финальный матч в самом своем соку, можно сказать теперь. Да, только что хотелось порадоваться за Ларшину. Но иного мнения Ксения Бодунова не собирается делать подарка сопернику. В равных составах. Еще момент. Но ближний угол надежно прикрывает сегодня Полина Малахова. В этих моментах не дает шансов. Вбрасывание в зоне львиц. Ну, без оглядки на тылы играют и те, и другие. Рискуя, момент, 1-0. И гол! Посмотрите, 2 шайбы подряд, обыграв сейчас Ларшину. Ксения Бодунова. Капитан львиц. Вот это спор, действительно, за приз самого ценного игрока встречи. Да, капитанами просто так не становятся. Посмотрите, как отчаянно сыграла в 2 эпизодах подряд. Ксения Бодунова. И ситуация кардинально изменилась. Впервые в этом матче львицы повели в счете. Немножко потухли глаза. Даже у Лены Ларшиной. Нужно сейчас изыскать какие-то внутренние резервы, чтобы уже спастись в этом матче, пока еще не выиграть. Играть больше 6 минут еще в этом матче. В случае ничейного результата будут проводиться буллиты. Напомню, что матч за 3-е место также завершился со счетом 3-2. Форвард с таким счетом переиграл Рубин. Да. 5 с лишним минут и ошибка. Ближний угол, атака. Это по-прежнему Оксана Демидова себя ищет в этом матче. Все силы нужно бросать на нападение, чтобы попытаться сравнять счет. Ускорение, хорошее ускорение, но нужно помогать сейчас. Не хватает сил уже Ульяне Балашовой. Момент. Ларшина, бросок! Прерывает атаку Балашовой сейчас Полина Малахова. Досталось на своем пятачке сейчас Забияке Демидовой. И замена вместо Демидовой на льду Кристина Тарасова под 7-м номером.
По-прежнему остро играет Ксения Бодунова. Останавливают ее с нарушением правил. И за 4 минуты до конца две минуты в большинстве будет играть. Сейчас сбрасывание в зоне северянки. Вот здесь нужно выиграть вбрасывание. Получается это сделать. Из-за ворот атака и вновь вбрасывание в зоне Череповца. Ларшину останавливает Оксана Демидова. Но останавливают с нарушением правил. Задержка. Демидова 5-й раз отправляется на скамейку штрафников. 5-й раз. И ни разу ее за это не наказали. 27 секунд на то, чтобы разыграть лишнего у северянки, оставить шайбу в зоне и довести дело до броска. Не удалось выиграть это самое выбрасывание. Шайба осталась в зоне. 21 секунда. Еще один вброс у ворот Полины Малаховой. Снимают вратаря северянка в шестером. В шестером против четверых. И опять бросание не выиграно. Пустые ворота. Шайба отправляется в сторону половины северянки. И нужно разгоняться. 10 секунд. Нет, времени не остается. К сожалению, не остается времени и сил. Больше времени. Да. Удержали победу в этом непростом матче. Чуть раньше бы, да, удалили Оксану Демидову. Был бы шанс. Вся команда, побросав перчатки и клюшки, поздравляет, конечно же, сначала вратаря. Ну и действительно полным драматизмом получился этот финал. Тяжелая травма, изменение сценария по ходу встречи и волевая победа пермских львиц. Ой, простите, первомайских львиц. Да. И кто же будет судить победительниц за то, что они не очень удачно поначалу вошли в этот матч. И, наверное, в какой-то момент соперник удивил неприятно. Надо было приходить в себя. И тут вовремя проснулся капитан Ксения Бодунова. Действительно, главная героиня этой встречи. Вот она. Бодунова уже сняла каску, да, вместе с вратарем. Два героя сегодняшней встречи. Ксения Бодунова, автор 2 заброшенных шайб, переломивших исход этой встречи. 2-2 сравняла счет и тут же реализовала численное преимущество. Церемония награждения у нас впереди.
девушки еще должны привести себя в порядок перед церемонией награждения. Красивые призы чемпиону и финалисту Лиги женского хоккея. Непривычных белых цветах бронзовая команда этого турнира. То есть победителя я назвал правильно, а вот с городами напутал, потому что непривычно немножко, да, получилось.
Так, церемонию награждения проведут моя партнерша по этому репортажу и ведущий телеканала Матч ТВ Наталья Кларк, хоккейный комментатор и заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сергей Светлов. Турнира называют Арину Конину. Да, сегодня, а особенно первая половина матча была блестящей в ее исполнении. Но в решающих моментах против напора Ксении Бодуновой не выдержала. Попали в символическую пятерку и представители казанской и тюменской команды. Лучший тренер, конечно же, тренер победителей. И это Евгений Горюшин. Осталось самого ценного игрока турнира назвать. Все лауреаты фотографируются со звездами хоккея и телевидения. Кубок за участие получает команда «Рубин» из Тюмени, завоевавшая 4-е место на этом турнире. Да, тут важно донести приз до скамейки. Утешительные призы 4-й команде.
Форвард Казань. Сергей Светлов. Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта и кавалер ордена Знак почета. Когда я в детстве баловался хоккеем, то папа где-то достал мне клюшку именно Сергея Светлова. Да, даже надпись на клюшку была. Ну и команда, которую мы с вами увидели сегодня воочию. Увидели желание. Выиграть этот финальный матч, но не хватило, да, уверенности сохранить контроль над лидерством, которое получала команда из Череповца дважды по ходу этой встречи. Капитан команды Анастасия Буева получает приз за второе место, памятные призы. И первое место в дивизионе Олимпийской надежды впервые получает главная героиня этой встречи, капитан команды, 21 номер, Ксения Бодунова. Вместе с тренером. Тяжелый приз, да. Нужно на помощь кого-то звать. И памятные призы для чемпионов. Это как раз у нас Оксана Демидова, которую удаляли, но ни одно из этих удалений не стало роковым для львиц. Тоже была определенная изюминка этого поединка, определенная интрига, но этой интригой северянка сегодня не воспользовалась. Ну да, вот, собственно, Ксении Бодуновой в этом матче более звездный представитель на сегодняшний день города Коркино, Артемий Панарин, может гордиться. И вот эти самые две шайбы победные в этом матче, наверное, и есть привет Артемию Панарину, который так хотела передать Ксения. Поздравляем победителей турнира, девчонок, которые реализовали свою мечту, пришли в женский хоккей и продолжают идти к победам, продолжают мечтать, продолжают подниматься вверх по хоккейной лестнице. И будем надеяться, что этот этап лишь промежуточный в достижении более крупного успеха на любимом поприще. Заслуженная победа сегодня. Заслуженная победа. 3-2 в упорном финале. (1-0) в этом матче. Потом 1-1. 2-1, настойчивая и действительно лучший игрок сегодняшнего матча в составе северянки Елена Ларшина. Вела команду за собой, но пропустили момент
Возрождение. Ну, я думаю, что раз уж мы услышали Ксению перед этим финалом, и теперь хороший повод пообщаться и после победы. Все герои этого финала 4 сейчас в центре площадки на льду. Прекрасный момент единения. Все получили Ксению. Ждем капитана пермских львиц. Ну и у нас интервью Натальи Кларк с Ксенией Бодуновой, главной героиней финального матча, капитаном пермских львиц. Спасибо большое, Дим. Ну что, капитан команды победителей вот здесь сегодня с нами. Ксюш, поздравляю. Много сделали и вы лично для того, чтобы сегодня команда победила. Вообще, как переживаете победу и вообще в финале теперь какие воспоминания? Безумно рады победе. Спасибо огромное тренерам нашим, Алексею Владимировичу и Евгению Александровичу. Они настраивали нас как могли, всеми эмоциями, все собрали в кучу, до конца боролись. В третьем периоде просто дожали их, северянку. Я знаю, что ваша команда чуть ли не в полном составе большие поклонницы Артемия Панарина, своего земляка. Вот как вы думаете, и он бы сегодня порадовался вместе с вами? Может быть, через социальные сети обязательно узнает о вашей победе? Ну, я думаю, порадуется, как-никак, земляки с одного города. А чем он вам нравится в игре и какие, может быть, его манеры вы пытаетесь на себе использовать, обязательно использовать в своих играх, в своих матчах? Скорость, техника. Вот он победный гол забил недавно в игре. Нам тренер говорил, там разбирали, как это, старались применить в игре. Ксюш, ну обязательно давайте покажем нашим телезрителям, опустимся пониже, потому что этот кубок, который сегодня вот вручили, он весит 32 килограмма. Невероятно тяжело, тяжелее, чем даже кубок Стэнли. Поэтому я не знаю, как вы будете его доставлять домой, но чтобы он был в целости и сохранности. Доставим. Спасибо большое еще раз, с победой. Спасибо, Дима. Спасибо, Наташа. И мы видим с вами, что радуются все сегодня, обнимаются, и девчонки дружат, несмотря на то, что в разных городах. Ну и главный тренер победителей. Так, главный наставник команды победителей. Много сегодня нервов потратили на скамейке, учитывая, что складывалась игра очень интересно?
Да, сегодня игра была такая тяжелая. Мы с Вологдой уже встречались, поэтому команда была очень достаточно такая неудобная для нас. Ну и проигрывали по ходу матча, поэтому сравнивали. А тут в концовке пропустили вторую шайбу. Как бы, ну, девчонки молодцы, собрались, капитан нашей команды, как бы, да, прямо концовку провели удачно, поэтому в конце выиграли. Но кроме того, что просто собрались, какие еще, наверное, вот использовали свои достоинства ваши игроки, девчонки в целом, чтобы переломить ход игры в свою пользу? Ну, видите, мы как бы к финалу очень сильно готовились, поэтому я думаю, где-то нам, может, физически, как бы, да, нам, скажем, было полегче, потому что команда северянка немножко подсели, как бы, когда они выиграли. Но здесь, наверное, вот на уровень готовности все-таки вышел, он сказался на, ну, свои плюсы сыграл, поэтому мы просто немножко, скажем, третий период подработали и все-таки смогли вырвать победу такую необходимую. Сегодня на вручение выходили вместе с капитаном, получали этот ценный приз. Тяжелый он, правда ведь? Приз очень тяжелый, очень огромный. Мы еле-еле его подняли. Ну, организаторам, конечно, огромное спасибо за такие подарки, призы. То есть, ну, вообще, а кубки это просто вообще такие феноменальные. Мы поставим себя в Ледовом дворце, я думаю, будем гордиться таким. Мы все-таки смогли вписать свое имя в историю Лиги женского хоккея, дивизиона Олимпийской надежды. Поэтому мы заслужили первое место. Абсолютно точно. Еще раз вас победа. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо огромное, Дима. Спасибо, Наташа. Евгений Александрович Горюшин, главный тренер команды «Пермские львицы», отчитался за эту самую победу. И действительно, в скромном городе Коркино Челябинской области появится кубок, завоеванный вот этими победительницами, девчонками. Кристина Тарасова, Анастасия Малюга, Александра Дудникова, Полина Машкова, Ксения Зелецкая, Диана Чернышова, Анастасия Варсегова, Татьяна Комарова, Оксана Демидова, хулиганка, Полина Даянова, Ксения Бодунова, блистательный капитан команды, Наталья Пачина, Лилия Шергалина, Дарья Мокина, Дарья Санаторская, Диана Ахмеджанова, ну и вратари Татьяна Безгодова и одна из героинь сегодняшней встречи Полина Малахова, 50-й номер. Вот весь золотой состав команды «Первомайские львицы». Поздравляем победительниц, первых победительниц дивизиона Олимпийской надежды. И мне остается назвать компанию, телеканал «Бизоны ТВ», который помог организовать эту трансляцию. Комментаторы Дмитрий Граненко, Наталья Кларк и Дмитрий Пономаренко, который брал интервью перед началом этой встречи. Благодарим генеральных спонсоров лиги, группы компаний ТЭН, генерального спонсора Лиги женского хоккея и генерального партнера клуб «Легенды хоккея». Спасибо за внимание. Женский хоккей доставил нам сегодня удовольствие. Оставайтесь со спортом, дружите с ним и до новых встреч.